В Республике Ингушетия есть большая проблема с наркотиками, с психотропными веществами, с игроманией, а также с электронными сигаретами. Друзья, всех приветствую, меня зовут Артем, и это специальный выпуск, который будет посвящен теме спорта. И это будет не просто выпуск, где я буду идти там рассказывать, да, а серьезный выпуск. Будут здесь спортсмены, а также я буду общаться с Вахой Баркинхоевым, который все расскажет, все покажет. Он буквально вот за кадром сейчас ожидает. Ну а вы пока не забудьте прямо сейчас подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие выпуски, поддержать лайком, ну и делитесь своими впечатлениями и своим мнением обязательно здесь внизу в комментариях. Ну что, друзья, я нахожусь в центре прогресса по боксу, правильно? И имени Тимурзиева. Ислама, да. Это Ваха, я тебя приветствую. Да, мы с тобой виделись очень часто в горах на Цейломе, на локации на одной из самой лучшей. Ну что, рассказывай про центр. Чья это была идея создать такое интересное место? Приветствую тебя, Артем. Нам очень приятно видеть вас, ингушей, и во всем на Северном Кавказе. Тебя очень уважают, ценят. Почему? Потому что ты правду говоришь. Многих твоих мы тоже смотрим. Все практически ингуши смотрят твои видео, то, что ты говоришь, правду. И за это мы очень ценим и уважаем вас. И нам очень приятно сейчас Центр прогресс бокса имени заслуженного мастера спорта России Ислама Тимурзиева, покойного Далгеш Тулцов. У нас была идея имени Ислама Тимурзиева. Ислам во всем мире, в целом в России известный боксер был, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, чемпион Европы. И на Олимпиаде у него с болезнью пришлось выступить. На Олимпиаде не получился, если не был бы. Но его на чемпионате мира Холлифорд его признал лучшим боксером на чемпионате мира, поэтому очень талантливый боксер был. Далгеш Тулцов, это был. Поэтому мы 4 года назад открыли имени Центр прогресс бокса Ингушетии, город Магаз, имени Ислама Тимурзиева. Чем вы занимаетесь здесь? Вот я вижу, ребята сейчас на разминке. Бокс, да, боксерский зал у нас. И есть у нас оздоровительный, плавательный, но это в другом месте. Мы ездим, у нас есть свой автотранспорт, и есть тренажерный фитнес-зал, сейчас мы посмотрим. Есть мешковой зал, и сейчас недавно меня выбрали руководителем Федерации шахбокс Ингушетии. Мы продвигаем шахматы и совместно бокс, понятно. В Ингушетии все ударный спорт любят. И мы стараемся сейчас шахматы, шахбокс передвигать в Республике Ингушетия. Из этого зала вышли какие-то именитые уже спортсмены? За протяжении 4 года у нас стал победитель в этом году. Умар, сюда иди, Умар. Я Умара возьму. Вот мне сейчас Умар и расскажет, что для тебя спорт и что тебя сюда привело. Спорт – это норма жизни против наркотиков, против зависимости. И привело меня сюда. Я с детства хотел заниматься боксом. Смотрел за чемпионами, наблюдал за боксерами, особенно наблюдал за Исламом Тимурзиевым. И вот, наблюдая за боксерами, привело меня к боксу. Какой самый твой любимый спортсмен, ингуш? Спортсмен Мосар Илоев. Мосар Илоев. А почему? Ну, потому что он не сдается, духовито. Если даже он поймает на удушающий или на прием, не сдается, он показывает дух свой. Ингушский дух показывает. У тебя есть мечта, связанная со спортом? Да, есть мечта, иншаллах, стать олимпийским чемпионом по боксу. Умар стал победителем первенства России. Молодец. Всемирные игры, сейчас он готовится, всемирные игры. И некоторые готовятся на чемпионат мира у нас.
это Илез Баркинхоев и Бабхоев Акрамат, я говорю, Акрамат его отец, Магомед его зовут, Бабхоев Магомед. И по боксу у нас есть боксеры, призеры СКФО и победители республики. У нас мастер спорта международного класса Ислам, по кикбоксу Ислам Баркинхоев, по боксу мастер спорта и старший тренер Зауров Магомед. Ранее он работал в Юлоевский клуб, сейчас они перешли здесь, в нашем центре. Ну, мы с детства знаем друг друга и вместе тренировались. Сейчас он старшим тренером является Зауров Магомед. И еще две группы у Магомеда и две группы у меня, у Ислама. Один группа, старшая группа Ислам и другой старшая группа Зауров Магомед. Я здесь заметил на фотографиях вот глава Республики Ингушетия Махмуд Али Макшарович Калиматов и вижу олимпийского чемпиона Да, Алмурзаева Хасана. да, Рахим и Евлоев там, и... Ну, можно, да, подойти. Да, можно, конечно. Ага, бог. И Муса Евлоев здесь же. Я знаю здесь Калой тоже. всех, кроме вот его. За Турцию выступал, За Турцию. да, призером Не Адам? на Олимпиаде. Калой его зовут. Калоев. Калой. Вот как. И олимпийский по штангу, олимпийский чемпион. Ага. А это как его зовут, этого мужчину? Я сейчас не помню, сейчас... Мгм. Ну, ладно. Ну, а с остальными я знаком. Да, и Так. Рахим Чахтиев. Да, Это Рахима я знаю, Хасана. старшая элита 2002 году на СКФО Южном федеральном округе. Это покойный сейчас, сегодня, в данный момент, министр спорта, брат, его старший брат был, Белхроев Адам, мастер спорта международного класса. Муцольгов тоже чемпион мира по военнослужащим. И Плиев Хазы тоже мастер спорта международного. И я Мгм. мастер Так. спорта тоже. И вижу И еще Мовсар Евлоев тут, Мовсар и Евлоев, Тутаев да. Адам старший. Да. Этот тренер тут, который работает, Ислам Баркинхоев, Ага. мастер спорта по боксу. Вижу, Вот это, да. что у вас Такие очень Ахмед, пятикратный чемпион мира. много дипломов, грамот. Молодцы, значит, есть успехи, действительно. Вот. А даже, например, тебе, да, получается, диплом вручали за успешное участие во всероссийском турнире по комплексному единоборству на Кубок управления Я ФССП сам выступал Республики Ингушетия. Это ты выступал Да, да. сам? Молодец. в то время. Это 2010 год. Это мой ученик благодарственно. Это тренер, подготовщик, победитель первенства Центральной ФСО профсоюза России. Он первым номером стал. Аушу Адам. Это тоже за подготовку. Да. Благодарственное письмо, да. Это Красноярск, на Ну, чемпионате вижу, России. что у тебя здесь центр в таком национальном и очень патриотичном стиле. Российский триколор, ингушский флаг. И еще я вижу здесь Руслана Султановича Аушева, герой Советского Союза и первый президент России. Это фотография, да, Парчиев Алаудин Да, и Алаудин вижу, да. Сейчас, брат наш. ребят, Парчиев Алаудин и Руслан Султанович Аушев. Это чествование на чемпионате Европы Ислам Баркинхоев, чествование в Москве это было. Мгм. Это 2016 год. Да. Так, ну, а это на фотографии уже, точнее, на большом плакате изображен ислам, да, в честь Да, кого и назвали этот центр прогресса Имени Ислама. сюда, имени Ислама. К сожалению, он, вот как сказал Ваха, Ильяс ушел Алифов, из да? жизни. Ильяс Алифов. Ну что тогда, Ваха, вкратце расскажем про зал, что здесь есть вообще. Вот дети пока разминаются, да, понятное дело. От скольки до скольки лет здесь у тебя Ключи. занимаются дети? Самому маленькому и самому старшему. 18-30, ну это А. младшая группа. Младшая группа 18-30. Я бы уже не подошел, да? Да. 30. Ильяс, тренажер Я зал старый. ходил. Светоч Халоти Масна. Получается... Это младшая группа, Да. да. А сколько самому Восьми. младшему? 8, да? Да, 7 лет даже некоторые Есть есть. 7, ребята. да. Так, вижу, что есть ринг большой, но без него никак, да? Конечно. Так. Очень много груш. По всему периметру турники. Да, вот самый маленький. Интересно, сколько тебе лет? Сколько лет? 8?
Вот, самый маленький. Тем, наверное, тоже 8. Так. А, у тебя проход там спортивный зал. Ваха сказал, что здесь есть спортивный зал. Ну, без этого никак, чтобы, да, тренажерный зал, вырабатывать там выносливость и так далее. Ну, он такой пацанский, армейский. Тоже есть все тренажеры, вижу. Жим лежа, штанги, гантели. Прохладно, кстати, очень хорошо здесь. Да, просторно. В принципе, все есть. Даже есть для ног тренажеры. Ага. Единственное, знаешь, ноги, конечно, я сам не очень люблю тренировать, хотя, наверное, вот этот тренажер для ног, да? Для приседаний. Да. А так просторно. А так тут тренажеры все профессиональные. И для боксеров не так уж, но некоторые нужны. Да. Но есть тут то, что необходимо для ударного спорта, есть у нас для кардио. Вот этот тренажер, даже в тренажерном зале некоторых нету. Да, Вот для пресс качается. Для пресса, да. Эти ваши спортсмены, это тренажеры, эти в целом тренажеры будут использовать. Это как раз-таки для бокса. Да. Ну, недели 2-3 раза наши ребята посещают. И посещают нас некоторые в городе дзюдоисты и разные спортсмены. Они могут сюда прийти, спокойно потренироваться. И тоже беговые дорожки у нас есть. Это тоже профессиональные. Поднимается тоже. Это хорошо. Ваха, сейчас я хотел бы с тобой поговорить на очень такую серьезную тему, которая касается наркомании в Республике Ингушетия. Некоторые, даже несовершеннолетние дети вашей республики, да, каким-то образом где-то добывают психотропные вещества, я не хочу называть некоторые из них, чтобы не делать рекламу, да, наркотические, другие начинают с электронных сигарет, ну и потом уже переходят, так сказать, не к тебе сюда, в спортклуб, а, сам понимаешь, до чего все это может довести. Вот мне просто интересно, вот ты как человек уже состоявшийся в этой жизни, да, и в спорте, и в целом, и вот детей сюда, да, привел, так сказать, заниматься спортом. Почему дети вот такие выбирают очень плохой путь? Они хотят за эти же деньги, даже дешевле, ты сам понимаешь, сколько это стоит все, прийти сюда в спортклуб. На бокс, на дзюдо, неважно. Артем, да, это ты затронул, это, к сожалению, большая проблема в целом России и на Кавказе, и в нашей республике тоже есть проблема, есть дети тоже балуются с этим, начинаются электронные сигареты. В магазе мы тоже спортивной молодежью ходим, общаемся, где они продают вот эти, они оттуда, дети начинают с электронной сигареты. Сейчас с нашего, алхамдулиллах, с нашего зала мы постоянно проверяем, и никто у нас оснащенный зал, у нас есть камеры, поэтому где кто ходит в раздевалочные, мы это проверяем, но, к сожалению, есть места, где они могут взять, купить за деньги. Просто деньги дают кто? Родители. Да. Получается, что отцы, так как у вас отец глава семейства, ну, как, в принципе, везде, но здесь, на Кавказе и в Ингушетии, да, отец имеет очень важное значение. Все начинается именно с воспитания. Да. И вот со своей стороны я бы хотел, наверное, обратиться, да, ко всем отцам, у кого есть сыновья. Все-таки нужно где-то найти эту копейку, чтобы избежать этой беды, да, и привести своего ребенка, своего сына, чтобы у вас был достойный сын, в спортзал. Потому что здесь, да, за здоровый образ жизни, здесь воспитывается дух, та самая сила духа. Здесь много ребят, соответственно, каждый ребенок найдет себе друга, да, и брата, так сказать, в одном лице по общим интересам. И, ну, реально этот момент поможет избежать беды в семье. Потому что если это затянет, то это уже надолго, а потом нужно будет платить большие деньги, чтобы вытащить его оттуда и вылечить. Конечно. Реабилитационные центры. Ну, мы это не скрываем, это правда. То есть, вот, меня несколько реабилитационных центров приглашали, я надеюсь, что в следующий раз приеду, я посещу. Вот, поэтому я тебе говорю спасибо от своего лица, от лица всех своих подписчиков, ингушей, которые меня много смотрят, да, за то, что вот ты развиваешь спорт и, конечно же, пропагандируешь здоровый образ жизни, чтобы дети росли достойными, да, здоровыми, и чтобы меньше было все-таки здесь
этих историй с наркотиками. Алкоголя здесь, слава богу, нет. Одно вы победили, но, к сожалению, алкоголь ушел, пришли наркотики. Причем хуже, чем алкоголь. Вот. Как-то вот так. Артем, спасибо тебя, благодарим, что нашли свое время посетить наш зал. Мы всегда рады тебя видеть тут. Тренажерный зал, у нас и боксерский зал, хорошие тренера, мастера спорта. И то, что вы затронули эту тему, и у нас есть Министерство спорта в лице министра спорта Руслан Белхароев, у нас министр, бывший мастер спорта, заслуженный мастер спорта по вольной борьбе. Он затрагивает вот эти темы, и мы поднимаем, проводим школа бокса Олимпийского резерва, совещания. И здесь Центр прогресс бокса Магаси тоже много раз пропагандировали это, чтобы не было, чтобы спортсмены вели себя спортивный образ и не задумались туда на темные... На темную сторону. На темную сторону. Ваха, еще один очень такой важный вопрос. Я вот заговорил тут про финансовую часть. Сколько будет стоить для ребенка в месяц здесь, в твоем центре, занятия боксом? У меня есть группы с сиротой, им я делаю лично от себя 50%. На самом-то деле, те, которые меня поддерживают, это единственный мой брат, Парчиев Алаудин, поддерживает он меня финансирование на соревнования чемпионата России, чемпионат мира, Европы, и на сборы тоже отправляет. И у нас есть комитет тоже, родительский комитет, мы создали фонд. Каждый месяц мы откладываем по 1000-2000 рублей. А так у нас есть группа 2000 рублей стоит, чтобы заниматься тут месяц. В месяц? Да. Это не так дорого. Да. И тренажерный зал у нас, фитнес-зал, все тренажеры тут есть 1500 рублей. Угу. Да. И в был месяц. у нас, да, и тренер был. Сейчас, правда, он в отпуске, поэтому тут есть за 5-6 миллионов тренажеры. Угу. Да нет, я вижу, что здесь есть хорошие тренажеры. Да. И я еще хочу добавить, что адрес Мальсагова 50. Мальсагова 50. Кому интересно, вдруг кто-то захочет так, те, которые к тебе желают, прийти. да. Мы поддерживаем те, которые сироты, у кого есть дома большая семья, их тоже поддерживаем. Есть тут и бесплатно. Есть те, которые родители на войне или сироты, те, которые не могут платить. Мы им поддерживаем от себя и делаем тоже, бисмилля, делаем какие-то подарки. Развиваем, как мы можем, развиваем. И тренера тоже, им тоже нужно оплачивать. Они приходят из разного района, разных сел, приходят в Магаси. И мы сделали бы бесплатно, если была возможность. И коммунальные услуги нам приходится оплачивать. И помещение, конечно. Да, вот это помещение мы оплачиваем даже. Да, это понятно, поэтому бесплатно, конечно, можно было бы, если был бы серьезный спонсор, там, инвестор, человек, который бы... Ну, в любом случае, я услышал тут имя одного бизнесмена, предпринимателя, Алаудина Парчиева, который поддерживает, это уже поддержка, родительский комитет, и от тебя скидка, это уже очень хорошо, это уже доступно. А если бы у тебя здесь стоило бы 5000 в месяц, ну, конечно, для ингушей это неподъемная цифра. И поэтому отец не может оплатить тренировку, и ребенка перетягивает на темную сторону, и в итоге результат известен. Но будем надеяться, что в Ингушетии будет поменьше таких историй, побольше достойных ребят, которые будут представлять нашу страну на разных спортивных мероприятиях. Дай бог, чтобы все закончилось и нам разрешили участвовать в Олимпийских играх. Я просто здесь увидел у тебя на стене такой плакат. Никак не могу не заговорить про Олимпиаду, потому что среди ингушей есть много олимпийских чемпионов, я их уже перечислил. Тут написано, что спорт не воспитывает характер, а выявляет его. И я с этим полностью согласен. И вот для любого спортсмена мечта, наверное, не дашь мне соврать, получить золотую олимпийскую медаль, потому что это самая главная мечта в жизни. И я знаю, кстати,
твоего родственника, который, мы не будем называть его имя и фамилию, чтобы не сглазить там, не дай бог, который стремится к этой мечте, и в Лос-Анджелесе, по-моему, будет следующая Олимпиада, и, возможно, у него получится, и дай бог, чтобы у него получилось. Главное, чтобы не ленился, тренировался, все теперь в его руках, а поддержка всегда будет. Ближняя дистанция, ближняя дистанция. Вот ближняя дистанция. Более еще. И я полностью согласен с этими будущими чемпионами, потому что спорт – это движение, а движение – это жизнь. И действительно, скажите все «нет» наркотикам, а спорту нужно сказать «да». Ну, а меня по-прежнему зовут Артем. Подписывайтесь на мой канал, поддержите лайком, нажимайте на колокольчик, делитесь своим мнением от увиденного здесь. Тут, как тебя зовут? А? Берс? У него красивое имя, ингушское. Чисто ингушское, по-моему, имя. А фамилия? Харсиев. Твои родственники построили башню Согласия, да, в Магасе 100-метровую? Ну все, беги, а то ты опаздываешь. Он ждал, чтобы я закончил. Тут этикет старшим. Видите, какие молодцы здесь. По СДЛу живут дети, воспитанные, хотя маленькие еще. Конах. Так, делитесь своим мнением у меня здесь внизу в комментариях. Ну и самое главное, берегите себя в эти нелегкие времена. Увидимся в следующем выпуске. Все, пока.